Колодцы в Уганде и чеченская национальная трагедия 23 февраля 1944 года. В чем связь? Для каких именно целей собираются средства под, казалось бы, благовидными предлогами? Кто контролирует и распределяет денежные потоки, и почему от таких сборов каждый раз обогащаются всякие сосетлинские и им подобные исламские адепты и манипуляторы? Эти вопросы затрагивают важные аспекты прозрачности так называемых благотворительных инициатив и использования исторических событий для привлечения одобрительного внимания от чеченской общественности к своим религиозно-вербовочным группировкам. Колодцы в Уганде символизируют, на первый взгляд, гуманитарную помощь, которая по факту становится инструментом для религиозных и иных манипуляций с чеченской общественностью или личного обогащения руководителей таких проектов. Чеченская трагедия 23 февраля 1944 года, депортация чеченского народа, напоминает о тяжелых страницах истории, которые до сих пор влияют на чеченский народ. Связь между этими темами может заключаться в том, как историческая память и гуманитарные проекты используются Закаевской братьей для достижения своих скрытых и отнюдь неблаговидных целей. Важно задавать вопросы, кто стоит за сбором финансовых средств, как они распределяются и как так часто получается, что в итоге исламские адепты и их организации извлекают личные выгоды из таких инициатив. Такие крупные сборы требуют тщательного анализа, общественного контроля и прозрачности, что в основном не происходит ввиду мутных махинаций от организаторов данных мероприятий. А в годы войны в Сирии строители исламских государств вообще использовали средства от таких сборов для снабжения джихадистов. Теперь давайте перейдем к вопросу Уганды, сравнивая положение этого региона с положением оккупированной Ичкерии. Уганда в 2024-2025 годы. Бюджет – 18,9 миллиарда долларов. 8,5 миллиарда долларов – налоги. 343 миллиона долларов – международная помощь. 2,3 миллиарда долларов – внутренние кредиты. 2,5 миллиарда долларов – внешние займы. 5,2 миллиарда долларов – обслуживание долгов. Инвестиции в проекты, нефтяная инфраструктура – 176 миллионов долларов. Минеральные ресурсы – 11 миллионов долларов. Вода и санитария – 152 миллиона долларов. Уганда планирует достичь ВВП в 500 миллиардов долларов к 2040 году. Уганда – отдельное государство с собственным бюджетом, международной поддержкой, инвестициями и природными ресурсами на триллионы долларов. Но вопрос: почему так себя именуемое фальшивое закаевское правительство, ввиду их абсолютно антинационального вектора политики и попыток придать чеченской национальной идее исламистский окрас в глазах мировой общественности, в то время, когда народ Ичкерии страдает от оккупации, пыток и насилия, закрыв плотно глаза на все проблемы чеченцев, копает некие колодцы для Уганды? Серьезно, чеченцы, будучи самым преследуемым народом, чья родина находится под оккупацией, не обязаны решать проблемы государства, которое имеет свою независимость, ресурсы и международное признание. Почему чеченцы должны заботиться о людях, у которых есть свои государства, свои бюджеты, инвестиции и множество возможностей для решения собственных проблем?